Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Все 365 в году районам Якутии поручено организовать бесперебойную работу учреждений здравоохранения в новогодние праздники. По стране с возвратом средств. С будущего года в России в очередной раз начнутся продажи туров с программой кэшбэка. Юные дарования и очаровательные улыбки участницы из Якутии вышли в финал всероссийского детского конкурса «Мини-Мисс Россия». Сертификат переболевшего ковидом будет выдаваться по тесту на антитела. Техническая готовность портала госуслуг выдавать сертификаты без обращения к врачу и привившимся иностранными вакцинами будет обеспечена в течение декабря. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, сертификат будет выдаваться гражданам, имеющим положительный ПЦР-тест после 1 января 2021 года на год, а тем, кто перенес болезнь без подтверждающего положительного ПЦР-теста, на полгода. Также на полгода смогут получить сертификат россияне, привившиеся иностранными вакцинами или спутником ВИ за границей. Школы Ленского района перейдут на очный режим обучения сегодня, 14 декабря, но коснется это только тех классов, в которых менее 20% заболевших детей. Вопрос перевода классов на дистанционный формат обучения теперь будут принимать директора школ. Заболеваемость ОРВИ в районе снижается, но незначительно. Если среди школьников она снизилась на 27%, то среди возрастной группы до 2 лет наблюдается прирост на 73%. Эпидемический порог по ОРВИ продолжает превышать норму в 3 раза. Высокую заболеваемость санитарные врачи связывают с низкой вакцинацией против гриппа. Бесперебойную работу учреждений здравоохранения в новогодние праздники поручено обеспечить районам Якутии. Главы районов и городских округов должны разработать план работы соцучреждений в период новогодних каникул, в том числе больниц и поликлиник, проверить количество коек, запасы лекарств, а также усилить контроль за соблюдением ограничений по коронавирусу в местах массового скопления людей. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев. В целом отмечают значительное снижение роста заболеваемости, однако напряженная обстановка наблюдается в Алданском, Нерюнгринском, Алекминском и Хангаласском районах. Перейти дорогу в Ленске стало опасно на некоторых участках центральных улиц. Этот вопрос неоднократно озвучивает общественный совет Ленского района. Так, по улице Нюйской пешеходный переход расположен совсем не по направлению самого большого в городе детского сада на 315 мест. Как намерены решать проблему, узнавала Анна Кожевникова. По улице Пролетарской от перекрестка Сорджоникидзе и до самой Заозерной нет ни одного пешеходного перехода. Тем временем здесь, в границах Пролетарской и Нюйской, расстраивается новый жилой квартал. Соответственно, увеличится количество пешеходов, в том числе и школьников. А машинопоток, особенно в час пик, здесь такой, что сложно перейти дорогу. Как объяснил специалист по дорогам городской администрации, на следующий год будет разработана новая дорожная схема для ликвидации подобных проблемных ситуаций. Специализированная организация проведет анализ и обозначит, где необходимо установить пешеходные переходы. Не лучшим образом обстоят дела и в районе нового детского сада «Теремок» на 315 мест в квартале «Рабочий», построенном в рамках программы переселения. Образовательное учреждение функционирует уже 2 года, а там также есть сложности с переходом улицы Нюйской. Общественный совет не раз поднимал этот вопрос. Год назад обращался, что там надо пешеходный переход оборудовать, ограничение скорости, наверное, там знак «это дети». Это мы там дождемся когда-то битву. Я часто там езжу и наблюдаю. Даже мамочка с ребенком хочет перейти дорогу, но там практически никто не останавливается. При том, что пешеходный переход на Нюйской есть в районе магазина «Автобакс». Вот только, как признаются жители, он неудобно расположен. Ведь основной пешеходный поток идет со стороны улиц Чапаева, Пролетарская, Орджоникидзе. На прошлой неделе в городской мэрии была проведена комиссия по безопасности дорожного движения, где рассмотрели вопрос о переносе пешеходного перехода. Было принято решение после принятия участка дороги по улице Якутская, которая проходит вблизи детского садика «Теремок». В летний период будет принято решение, определили место, и будет там установлен пешеходный переход с соответствующими дорожными знаками. Ну а мы будем следить за тем, каким образом и как оперативно решаются вопросы, обозначенные ленчанами. И обязательно еще вернемся к этой теме. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
В Якутии в 2021 году в период навигации речным транспортом перевезено свыше 31 тысячи пассажиров, что на 10 тысяч больше, чем в 2020 году. Отмечается, что это в частности произошло благодаря приобретению 2 скоростных судов «Валдай», которые с 28 мая ходили по маршруту Якутск-Алекминск. Новые теплоходы стали большим подспорьем во время реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Алекминска, перевозя пассажиров до Якутска и обратно. На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено свыше 9,5 миллиардов рублей. Средства пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. В 2021 году на эти цели было предусмотрено около 80 миллиардов рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России. Источником средств станет резервный фонд правительства. Напомним, льготная кредитная программа для аграриев была запущена в России в 2017 году. В реализации проекта «Парк будущих поколений» будут сотрудничать Национальная библиотека Якутии и Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Стороны уже подписали соглашение. В каких направлениях планируют работать совместно, знает Валерия Наумова. Подписанное соглашение о сотрудничестве в рамках парка будущих поколений – важное событие на пути реализации масштабного проекта. Генеральный директор фонда Владимир Егоров представил проект будущего парка, его архитектурное и содержательное наполнение. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона. Стратегический проект реализуется по поручению главы Якутии Айсена Николаева под кураторством целевого фонда будущих поколений республики. Сегодня мы уже начинаем строительство самого парка, но уже в эти дни мы уже работаем над совместными образовательными и культурными программами с этими организациями. И я думаю, что к 2025 году у нас уже сложится такое полноценное сообщество на базе наших 3 учреждений. К ним присоединятся еще множество других. Надо отметить, что территория парка будет разделена на тихую, игровую и активную зоны. Парк будущих поколений – это будущее нашей республики. Как отметили будущие резиденты, совместная работа над концепцией парка стала отправной точкой для масштабного пересмотра всей деятельности и концепции Национальной библиотеки и библиотек республики. Там будет пространство, где наши библиотекари Национальной библиотеки будут помогать организовывать площадки для открытых пространств, где можно будет обсуждать, решать какие-то проекты, где можно будет получать услуги библиотечных видов услуг. Парк будет построен на территории почти 2,5 гектара в 79-м квартале столицы. Предусмотрена парковка на более чем 90 мест. Большое внимание уделено озеленению парка. Планируется посадить около 200 деревьев и более 4000 кустарников. Впервые будет применена климатическая коррекция по зонам парка. Инновационный проект уже получил ряд престижных наград в области архитектурного проектирования. В том числе был признан победителем в номинации «Общественное и гражданское строительство» на международной премии. Валерия Наумова, Семен Семенов, Якутск. Продажи туров по России с компенсацией части их стоимости стартуют 18 января 2022 года и завершатся 12 апреля. А отправиться в поездку по программе можно будет до 30 апреля. Стимулировать путешествия по России будут в низкий сезон. По условиям программы отправиться в путешествие следует с 18 января и вернуться не позднее 30 апреля 2022 года. Поездка должна быть не менее чем на 2 ночи. Оплата путешествия должна быть сделана по карте системы МИР. В программе участвуют все регионы России. Получить субсидию можно неограниченное количество раз. Все туры будут представлены на официальном портале программы мирпутешествий.рф. Условный минимальный набор для празднования Нового года, состоящий из искусственной ели, гирлянд, елочных шаров, звезды, мишуры, бутылки шампанского и мандаринов, в ноябре подорожал на 19%. По данным аналитического ресурса «Чек-индекс» оператора фискальных данных, платформа ОФД, стоимость такого набора составила почти 5000 рублей. При этом выросли и продажи каждого товара в составе набора. Также отмечено, что в прошлом году из-за ковидных ограничений и отсутствия снега россияне неактивно готовились к встрече Нового года и делали меньше покупок. Ну а Якутлесресурс продает живые новогодние деревья. В продаже имеются различные породы высотой от 1,5 до 2,5 метров. О том, как правильно выбрать дерево и как о нем позаботиться, в сюжете Власия Сергеева.
Живые новогодние деревья привозят из разных районов республики. В данный момент идет реализация сосны и кедровых стланников. В среду ожидается поставка ели. При выборе дерева эксперты советуют обратить внимание на ряд моментов. Главное – это высота потолка и пышность. Чем гуще, тем она пышнее будет. Чем чаще ветки будут. Бытует мнение, что важнейшим фактором при выборе является толщина ствола. Мол, чем больше диаметр, тем лучше здоровье дерева. Как оказалось, ориентируясь только на толщину ствола, можно приобрести елку не лучшего вида. Толщина, вот, например, да, вот где-то 5 сантиметров в диаметре, но там редкие ветки. А вот сюда посмотрите, тут погуще будет. Чуть поменьше ствол, но погуще. Специалисты советуют приобрести живое новогоднее дерево заранее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант при большом ассортименте. Затем дерево следует хранить при минусовых температурах и установить за 1,5-2 недели до Нового года. Чтобы дерево сохраняло первозданный вид как можно дольше, можно обратиться к небольшим хитростям. Все по-разному устанавливают. Некоторые на воде, некоторые на песок ставят. А если на воду ставите, то можно туда добавить глюкозы, сахара, и к Старому Новому году она расцветет, там почки появятся, цветочки. Поставка деревьев продолжается. Планируется, что продажа будет идти до 27-28 декабря в зависимости от темпа продаж и объема поставок. Власий Сергеев, Семен Семенов, Якутск. Сразу 3 участницы из Якутии вышли в финал всероссийского детского конкурса «Мини-Мисс Россия». Ежегодный смотр талантов прошел в 4 тура. Команда республики в очередной раз показала свою высокую подготовку. Камелия Яковлева из Нюрбинского района победила в номинации «Мисс зрительских симпатий» и стала обладательницей титула 4-я вице-мисс Teen Russia World 2021. Школьница Даяна Григорьева из Усть-Алданского района 4-я вице-мисс Young Russia World. Даяна отмечена также лентой победительницы в номинациях «Мисс Национальный костюм» и «Мисс Улыбка». В возрастной категории от 9 до 12 лет главная корона и титул «Мисс Teen Russia World» завоевала Саша Аленова из Якутска. Ее вечерний наряд также отмечен в жюри специальным дипломом «Мисс Стиль». Все титулы, которые получили якутянки, дают им возможность продолжить выступления в международных конкурсах в течение следующего года. Всегда восхищаются нашими участницами, потому что у нас подготовка всегда на высоком уровне. Это начиная от костюмов, творческих номеров, от того, как мы массово, со своим официальным стилистом. Для других участников это колоссальный опыт для того, чтобы в будущем они также создавали свои микрогруппы, команды, чтобы представляли свой регион, город на должном уровне. Конкурс прошел отлично, мне очень понравилось. Когда я получила корону, я очень обрадовалась прямо. Кто тебя поддерживал? Мои родители, бабушка с дедушкой, все мои родные, вся республика Якутия. К этому часу это вся информация. Хорошего дня.